Привет. Я хотел поговорить с вами, а почему просто нельзя поговорить как человек? Я так сейчас сказал, как будто я ранее не был человеком. Помните, как-то в одном видео я говорил, это, кажется, было обращение. Э, я чувствую, что я что-то упускаю. И, конечно, я вижу прекрасно, что в стране есть семьи, которые даже не могут себе купить себе яблоко, и что есть в стране есть другие гуманитарные катастрофы. Но сейчас не об этом, абсолютно. Я и, может, некоторые из вас живем во время, когда информация может передавать просто мгновенно, и это факт. Но в то же время, есть люди, сотни людей, которые живут в полном ее отсутствии. Не потому что, не потому что глупы, да, не потому что не хотят знать, а потому что отрезаны системно, специально, еще годами от мира, от других жизней, от, иной реальности, от права знать, видеть, чувствовать. Человека можно обмануть. Его можно, запугать, его можно годами просто внушать ложь и искажать, картину мира. Но это не делает его идиотом, это делает его заложником. Люди способны на большее. Вау! Да, чем, принято о них думать. Они умеют, анализировать, они умеют, чувствовать фальшь, даже если не сразу находят к этому слова. Им просто, не хватает опоры, им не хватает образа другой жизни, не хватает доступа к тому, чтобы могло бы стать зеркалом, где, сравниваешь, думаешь, спрашиваешь себя: "А что, если, все не так, как мне говорили?" Когда человек получает знания, не в смысле то, что информацию вот в интернете прочитал или книжечку, нет, а в смысле осознания. Он меняется, когда он начинает видеть, другой мир. Он начинает видеть и разных людей, и его уже на самом деле не остановить. Признаюсь, я часто себе говорил: "Почему они молчат? Почему не возмущаются? Разве не видят?" Такой еще хмурый. Прекрасно видит. Видит, чувствует, но без инструмента, без альтернативы, без доказательств, без языка для описания боли. Сложно выбрать путь, который ты не знаешь. Это не значит, что люди не способны. Напротив, именно те, кто был в темноте, начинает видеть свет, становятся просто самыми стойкими. Они делают выводы, которые другим, возможно, даже и сложно было подумать об этом. Человечность начинается с права думать, делать выводы, искать, ошибаться, а, понимать, меняться, быть не жертвой, а существом, которое ищет истину и достоинство. Человек не биомасса. В каждом есть свой потенциал. И в каком-то смысле моя задача не спасать людей, а давать им возможность увидеть, увидеть и выбрать, дать инструмент на руки. И да, некоторые, мысли и слова я не стал говорить прямо, признаюсь. Я хотел, чтобы ты зацепился, чтобы у тебя возникло сопротивление, чтобы ты начал спорить со мной, пусть и даже внутри себя, чтобы у тебя появились вопросы к моим словам, к себе, к тому, что происходит. Почему пока ты спрашивал, почему? Потому что когда ты спрашиваешь, ты жив. Пока ты сомневаешься, ты думаешь. А пока ты думаешь, у тебя есть шанс. Шанс стать не тем, кем тебя хотели сделать, а тем, кем ты, кем ты выбираешь быть сам.